Окна музея потихоньку окрашиваются в цвета победы. Здесь и георгиевская ленточка, гвоздики и, конечно же, легендарный танк Т-34, как память об отважных воинах того времени, участвовавших в Великой Отечественной войне. Ребята с большим вдохновением водят кистью по стеклу, отмечая своими работами, что никто не забыт и ничто не забыто. Правнуки и правнучки героев войны или же просто неравнодушные к этой дате участвуют во всероссийской акции «Окна Победы». Таким способом ребята отдают дань памяти героям войны, невероятной ценой отстоявших отчизну. Цель акции – не дать подрастающему поколению забыть подвиги наших предков. Раяна Гандалоева участвует в «Окнах Победы» второй год подряд. Историю страны регулярно повторяет на уроках. Нам в школе много что рассказывали про войну, и во многих конкурсах я участвовала, рассказывала стихи про войну, поэтому я решила принять участие. Мы сейчас подготавливаемся вот этому празднику, и мы сегодня рисовали на окнах. Очень сильно нравится рисовать, это мое хобби вообще. Мы рисовали гвоздики, ленточки, шарики. Этот рисунок и стих Алия посвящает Дню Победы и всем героям отчизны, храбро и стойко перенесшие все тяготы войны. Скорее, скорее одеться, скорее позвать ребят. В честь праздника Победы орудия палят. Вокруг все было тихо, и вдруг салют, салют, ракеты в небо впыхли. И там, и тут, над площадью, над крышами, над праздничной Москвой, взвивающей все выше, огней фонтан живой. На улице, все весело бегут, кричат «Ура!», любуются на праздничный салют. Ребята самостоятельно принимают участие во всероссийской акции. Их работы демонстрируют односельчанам. Каждый прохожий или посетитель, видя «Окна Победы», непременно вспоминает про главную дату страны. Акция проводится 2 года подряд в преддверии годовщины Победы. Дети и взрослые оформляют окна с символичной росписью по всему региону. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.